Уважаемые коллеги, слышимость хорошая. Всем слышно. Мы собрались издалека, так что я крайне заинтересован, чтобы мой голос был слышен для всех. И для Европы, и для Америки, и для Африки, и Австралии тоже. Слышно всем? Уважаемый глава нашей республики, уважаемый первый президент Республики Саха-Якутия, уважаемая Светлана Константиновна. Наша республика стала родиной для многих народов. В течение столетий заселявших суровый Ленский край. Каждый из этих народов внес свой вклад в освоение ее громадных просторов, социально-экономическое, хозяйственное и культурное развитие нашей республики. Нас связывает общая судьба и общая привязанность к нашей северной родине. Мы якутяне, мы все вместе дорожим и оберегаем историю и культуру, традиции и обряды каждого народа, который проживает в Республике Саха-Якутия. Мы вместе все любим нашу родную республику и нашу огромную страну, Российскую Федерацию. Вот эти устои объединяют нашу родину и народы нашей республики, якутян, всех вместе. Жизнь продолжается, и растет число якутян, хотя мы пока относимся к числу не очень многочисленных народов нашей страны, да и в мире. Растет число якутян и растет число тех, кто проживает за пределами нашей республики и нашей страны. Все они сохраняют добрую память о республике Саха-Якутия, и здесь, в республике, их тоже помнят, уважают и чтят. Здесь прошли лучшие годы многих из этих людей, которые ныне проживают за ее пределами. И вместе с этим за пределы Якутии в последнее время выезжает все больше и наших земляков, студентов, молодых людей, да и пожилых людей тоже, которые потихоньку, но достаточно стабильно и последовательно осваивают другие территории, другие страны, государства и, в общем-то, находят там для себя достаточно комфортные условия для проживания. Но
Многие из них не хотят перерывать связи со своей родиной, со своими корнями, стараются и за пределами нашей страны в других условиях сохранить свою национальную самобытность, свой язык, прежде всего, свою культуру. И, в общем-то, есть среди них и такие люди, которые хотят, искренне желают, стремятся, да и делают очень многое для того, чтобы другой мир, соседние и дальние государства, народы получили лучшее представление о Якутии, об их исторической родине. Они в этом плане выступают такими культурными поспредами, полномочными представителями своего народа в этих странах. Ведут очень активную общественную деятельность, направленную на расширение познания другими народами жизни, сведений, жизни и чаяний якутского народа. Это очень похвально. С другой стороны, со своей стороны, Республика Саха-Якутия не желает, чтобы и старается помочь каждому, кто хочет найти точку опоры для себя, находясь на отдалении. И вот это встречное движение, желание самих наших земляков, якутян, которые по тем или иным причинам выехали за пределы нашей страны, но не хотят перерывать связь с Родиной, и встречное желание нашей республики помочь им там лучше освоиться, помочь им не растерять свои корни и истоки. Вот это и стало побудительным мотивом для создания нынешнего нашего форума. Вот побудительные мотивы. Они предельно понятны, предельно всем ясны и, в общем-то, встречают поддержку и с той, и с этой стороны. Так что сегодня мы на таком очень примечательном мероприятии, где мы хотим уже официально подтвердить, что да, у нас в республике создается форум соотечественников, которая имеет главной целью, чтобы мы не растеряли свои связи, исконные, ровные связи, чтобы люди помнили о своей родине, и чтобы Родина помнила о них. Вот с таким кратким вступительным словом я бы хотел объявить об открытии организационного заседания, посвященного учреждению форума соотечественников в Республике Саха-Якутия. Спасибо.